Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «7 дней плюс» Альфия Габдульнуровна Галямова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте, Альфия Габдульнуровна. Здравствуйте. Мы в этом году мысленно постоянно возвращаемся на 100 лет назад, год такой, столетие ТССР. И если мы с вами сейчас попробуем еще раз туда вернуться, то как вы считаете, как вот это создание автономной республики в целом повлияло на татарскую нацию? Действительно, столетие Республики Татарстан, а лучше сказать, правильнее сказать, автономной Татарской Советской Социалистической Республики, настраивает на резюмирующий лад, и приходилось в этом году не раз об этом задумываться. Я считаю, что 1920 год для татарской нации является одной из самых важнейших вех вообще в историческом развитии татарской нации, потому что через 400 лет татары вновь, пусть в усеченной форме, но обрели государственность в виде автономии татарской. Конечно, это был далеко не Идель-Уралштат, о котором мечтали татарская элита, сформировавшиеся из очень ярких политических, творческих деятелей в начале XX века. К 1917 году это были видные политики, они представляли действительно татарскую элиту. Но, к сожалению, с 1917 по 20 год многие из них оказались за пределами советской цивилизации, те наиболее яркие личности татарского национального движения. Тем не менее, Татарская ССР в 2020 году, после многих перипетий, после множества проектов, Идель-Уралштат, Татаро-Башкирская республика, был и такой радикальный проект казанских большевиков, Волго-Уральская республика, в противовес штату Идель-Урал. Ну, как я уже сказала, что это важная веха произошла в 1920 году, поскольку татары обрели даже уже некую легитимность, уже просто слово «татары» появилось в таком политическом лексиконе. Татары обрели свою конституцию, герб, флаг, гимн, политические структуры, очень много институций, которые генерировали высокую культуру татар на основе традиционной культуры. Ну и как бы там ни было, какие бы ухабы в дальнейшем не были на пути Татарской ССР, до сих пор существует в политическом пространстве России административно-политическое образование, где татары являются титульной нацией. Если брать весь период, весь 20 век, это событие вы бы назвали важнейшим? Когда мы говорим об этнической стороне дела, именно о татарах, это все-таки 1920 год. Это важнейшая политическая веха в истории этноса, татарского этноса. А почему не суждено было сбыться вот этим мечтам о союзной республике? Здесь нужно много говорить о 1923 году, о первом правительстве Кашафа Мухтарова, о противостоянии этого правительства молодого татарского государства с укрепляющимся авторитарным строем в центре. Потом это были большой террор, большие репрессии, когда утвердилась тоталитарная модель, и, в общем-то, была ликвидирована полностью свобода на всех уровнях, на личностном, на социально-политическом, на всех уровнях. Поэтому говорить о необходимости преобразования или поднятия статуса союзной республики татар было невозможно, мне кажется, потому что... Ну, просто время было и было не до того, да. Да, как бы говорится, политика – это искусство возможного. Вот, поэтому это просто были невозможные условия созданы, во-первых. Во-вторых, я думаю, что татары все-таки в то время были неким таким, я бы сказала, жупелом. Это старое такое слово, которое сейчас уже выходит из лексикона. Некого такого инакомыслия национального, некая такая вот несущая что-то такое коварное, враждебное, непредсказуемое. И все это формировалось потом в дальнейшем тоже
на тезисе татаро-монгольской ига. Вот. Конечно, татарская интеллигенция с самого начала поднимала вопрос о необходимости повышения ранга республики, политического ранга республики. За это положил свою голову Султан Галеев. В 1936 году, когда обсуждалась Конституция республики, тоже были попытки преобразовать татарскую автономию в союзную республику. Однако по велению Сталина, тогда уже, можно сказать, по велению, потому что в нем, кажется, кумулировалось единоначалие в стране, сделали все возможное, чтобы Татарстан никак не мог по объективным причинам стать союзной республикой, поскольку надо было, чтобы союзная республика имела внешнюю границу, а Татарстан находился как бы внутри. Поэтому как бы это просто исключалось с самого начала, поскольку были такие политические условия заданы в Москве, в центре. Но, тем не менее, после смерти Сталина, опять-таки уже в 1953 или 1954 году, точно не помню, в Академию наук поступило письмо от коллектива творческой интеллигенции, коллективное письмо, вернее, о том, что необходимо Татарскую АССР преобразовать в союзную республику. Дальше, вот весь этот период оттепели, так называемый, татарская интеллигенция неустанно на всех мероприятиях районного, городского, республиканского уровня ставила вопрос о необходимости преобразования татарской автономии в союзную республику. Я могу назвать несколько ярких имен, которые неоднократно обращались в различные официальные инстанции, включая Хрущева. Это Нурихан Фаттах, известный татарский писатель. Это Шайхи Маннур, известный тоже татарский писатель, судьба которого складывалась очень сложно. Тем не менее, человек шел своим путем, он отстаивал национальную идею, о которой он ярко и громко заявлял. Это был Гази Кашаф, который, наверное, один из первых поставил вопрос о том, почему татарская АССР со всеми своими экономическими показателями, потенциалом развития не является союзной республикой. Дальше как бы вот эта тенденция в развитии национальной политической жизни в республике несколько утихает, но в 1964 году, когда к власти пришел Леонид Ильич Брежнев, Амирхан Еники тоже написал письмо, пошел с этим письмом к Батыеву посоветоваться. Он тогда был председателем Президиума Верховного Совета СССР. И тот сказал ему, что сиди тихо, пиши свои книжки, нечего обращаться. Ты все правильно говоришь, ты все правильно пишешь. То есть наверху это все понимали тоже, как бы, но Амирхану Еники Батыев четко дал понять, что ни время, не получится, бесполезно. Опять всколыхнулась вот эта энергия повышения статуса республики в период принятия Конституции 1978 года. Есть письмо Гайнулы Яфаева, написанное таким очень четким каллиграфическим почерком. Оно хранится в музее истории государственности татарского народа, где он четко по пунктам сначала пишет преамбулу, в которой объясняет, что тормозит развитие Татарской республики. В первую очередь это отсутствие статуса союзной республики, и по пунктам говорит, что нужно сделать. То есть татарская интеллигенция, да и, в общем-то, татарский народ, который писал, конечно, не так, может быть, четко выражал свои мысли, но было очень такое массовое эпистолярное наследие в журналы, в газеты. Давайте вернемся все-таки немножко назад. Вспомним о том, что вы специалист по истории ТАССР в 1945-1985 годах. И как вы считаете, у вас и диссертация на эту тему, и книга на эту тему тоже. Как вы считаете, какая сфера национальной жизни вот в эти годы, может быть, послевоенные, скажем так, или в послевоенные десятилетия, назовем их так, какая сфера национальной жизни пострадала больше всего? Где было больнее всего и от чего? Знаете, на этот вопрос как-то кратко ответить очень сложно. Здесь нужно посмотреть на развитие республики в целом. Я вполне уверенно заявляю, что трудно найти в истории советского периода, позднесоветского периода, регион, который развивался так же динамично, как Татарстан.
но это в экономическом плане. В этот период развивалась активно военная промышленность в Казани, о которой, правда, как-то было не очень известно. Появилось два новых промышленных конгломерата – Юго-Восток нефтяной и Камский территориально-промышленный комплекс на северо-востоке или на востоке, как тут определить. В республике происходили динамичные процессы индустриализации, постиндустриализации, урбанизма, урбанизации. Но при, я бы сказала, архаической политической системе именно культура страдала. Культура страдала не только татарского народа. Здесь не было творческой конкуренции, в культуре не было творческой конкуренции. Зеленый свет был только для произведений, которые легитимизировали советскую власть, которые аргументировали важность, верность классового подхода. И в этом смысле я могу сказать, что пострадала в целом культура. Культура может развиваться только в конкурентных условиях, только в споре рождается истина. А говоря о татарской культуре, с одной стороны, когда вот я вспоминаю выступление Табеева, который говорил о том, что Октябрьская революция открыла татарам цивилизационный путь, развитие, расцвет культуры. Вы знаете, он действительно был расцвет культуры, но он выражался в морфогенезе, формогенезе. Сейчас я объясню, что это такое социогенезе. То есть появилось очень много институций, которые работали в сфере культуры. Появились много профессиональных корпораций новых, которых не было, конечно же, даже в 20-30-е годы. Масса была научно-исследовательских институтов, которые работали на промышленность. Появилось очень много научно-технических именно институтов, научно-исследовательских институтов, которые работали на научно-технический прогресс в нефтяной промышленности, приборостроении, машиностроении. И там тоже были татары, и их количество увеличивалось. То есть росли ряды татарской интеллигенции. Но при затухающем этническом компоненте татарская культура теряла свое этническое лицо. А почему он затухал, этнический компонент? От этнической культуры, от национальной культуры требовали быть национальной по форме. Да. Вот. Но советской по содержанию. Для того, чтобы печататься, публиковаться, нужно было состоять в Союзе писателей. Союз писателей – это была такая творческая организация, которая контролировала деятельность писателей. И идеологические вот эти императивы, которые были выстроены в постановлении 1944 года, которое было принято 9 августа, оно было принято в то время, когда уже Москва поняла, что СССР победил в войне. И дело времени только, когда как-то завершится она, поставлена будет точка. Начался откат, мощный откат о той револьвации идеологических ценностей, которая была допущена в первые годы войны, и даже она началась раньше, в 1939 году, когда в конце 30-х годов появилось очень много институций, которые ярко позволяли показать потенциал сокровищницы национальной культуры. Это появление Татарского научного исследовательского института ИЯЛИ, Институт языка, литературы и истории, это и появление государственного ансамбля песни и пляски, это и учреждение оперного театра и массу других вещей, которые перед войной, кстати, было много, так сказать, культура выстроила, что называется. У каждого родника своя вода, как литература, так и театр, музыка татарского народа обретают свое неповторимое лицо. Впервые прозвучали произведения Музафарова, Хабибуллина, Джавдата Файзи, Ключерева, Фарида Яруллина. Кинохроника запечатлела за работой Карима Тинчурина. Тинчурин был не только талантливым драматургом, но и режиссером, играл в своих спектаклях. Сохранился фрагмент самого популярного спектакля Карима Тинчурина «Зангар-шаль» — «Голубая шаль». В спектакле звучали мелодии Салиха Сайдашева, основоположника профессиональной татарской музыки. Со сцены
мелодии Сайдашева уходили в жизнь. Многие из них звучат как истинно народные. Но в 1944 году сталинизм укреплялся во всех сферах, национальной политики тоже. Конечно, так скажем, казанским татарам повезло. Это была не чеченская история, не крымско-татарская история, не ингушская история и так далее. А многие кавказские народы, когда были выселены с территории своего проживания. Но, тем не менее, татарам было запрещено обращаться к самым ярким страницам своих успешных, что ли, периодов истории, когда, наверное, складывались наиболее прочные пласты татарскости, этничности. Вы знаете, очень многие татарские школы в 40-е годы, в 49-м году вот конкретно, работали в 3 смены. Не в 2 смены даже, а в 3 смены. Но и этого даже не хватало, все равно не хватало. Но уже в 50-е годы ситуация меняется. Я думаю, это связано с тем, что татары, которые как раз приехали в Казань, они почувствовали дискомфорт от того, что в производственной сфере, в общественной сфере использовался в основном русский язык. Татарский язык вытеснялся из городского пространства. И поэтому они предпочитали все больше и больше к 50-м годам отдавать своих детей в русские школы. Даже если те не знали ни слова по-русски, они сидели, даже оставались на 2-й год, но родители были с этим смирялись, лишь бы только их дети потом не испытывали тот дискомфорт, с которым пришлось им столкнуться, приехав в Казань. Вот. И даже вот ситуация была настолько сложная, что вот в 1956 году татарская интеллигенция стала бить в набат, постоянно говорить о том, что особенно культ личности был разоблачен, был уже 20-й съезд, и это, конечно, давало такой энергетический импульс татарской интеллигенции. Был какой-то ренессанс такой некий? Был. Культурный. Он был связан с деятельностью Семена Денисовича Игнатьева, который в 1957 году возглавил татарский обком партии. При Игнатьеве начались существенные, радикальные, я бы сказала, подвижки. Во-первых, он начал с того, вот, что касается культурной сферы, что он регулярно проводил совещания, приглашал всех желающих, можно сказать, татарскую интеллигенцию на беседы в татарский обком. Вот в 1957-1958 году произошли очень такие колоритные по содержанию, по контенту съезды писателей. Игнатьев поручил Министерству образования составить картину о положении татарского языка в школе, в городе, в деревне. И когда вот собралась у него такая достаточная база, сообщил об этом в Москву. Написал большое распространенное письмо. ЦК КПСС прислала комиссию во главе с Василием Никитичем Дербиновым. Вот эта комиссия Дербинова, она работала в Татарстане 1,5 месяца. Это очень много, я думаю, что для ЦКовской комиссии. И когда, значит, и ЦКовская комиссия убедилась, что положение действительно аховое, был собран майский пленум в 1958 году, где в преддверии этого пленума Игнатьев выступил с очень такой эмоционально яркой, такой очень волнительной речью о том, что вот он, как говорится, бывал во многих регионах, он работал, но нигде не видел такого пренебрежения к родному языку, как в Татарстане. Майский пленум обозначил все реперные точки, по которым следовало исправлять ситуацию. Значит, было увеличено количество татарских школ, материальная база была укреплена. Кроме того, было очень много сделано в языковедении, была учреждена терминологическая комиссия, которая должна была скорректировать словари татарские, убрав русизмы, которыми заменили арабизмы, персизмы незаслуженно. Затем в национальной сфере была учреждена премия, госпремия Губдулы Тукая в это время. В 1957 году прошла на высочайшем уровне, вызвавшая большой резонанс в Москве, это декада татарского искусства, которую очень долго вспоминали не только в Казани, но и в Москве с восторгом. Все-таки
подводя итог, что-то хорошее в нашей нынешней национальной жизни есть то, что берет свои корни именно из советской эпохи. Несмотря на то, что были идеологические такие рамки узкие, татарская культура развивалась. Ну да, она должна была отвечать коммунистической монополии, идеологическим императивам, но все-таки развивалась и татарская история, татарская. Я уже сказала, что вот Золотая Орда все равно изучалась, джадидизм тоже изучался. Да, в очень такой, знаете, очень, ну, скажем, тлеющем состоянии. Вот я вам скажу, что я в 1978 году пришла в ЯЛИ аспиранткой. У нас в секторе истории, тогда сектор назывался, не отдел, работало примерно 12 человек. И из этих 12 человек основная масса занималась советским периодом. А лишь один, Салям Хатыпович Алишев, занимался вот историей XVIII века, с 16 по 18 век. Один человек на такой огромный период. Правда, у нас еще был отдел археологии, этнографии тогда назывался. Они тоже как бы занимались татарской культурой. Но вот по истории был один человек, Алишев. По XIX веку был Юрий Ильич Смыков, и уже так на излете его ученица Хамидбаева Наиля, а вся основная масса работала по советскому периоду. То есть я хочу вам сказать, какой был уклон, крен, какое было директивное направление. Литература, она должна была проходить через вот мелкую расческу главлита, которая не оставляла там ни крошки, никакого намека на то, чтобы вот была как-то дискредитирована советская власть, национальная политика. Но была большая литература, которая был Аяз Гилязов, был Магдеев, Амирхан Яники. Они писали в своих произведениях, они старались ставить человеческие проблемы на татарском языке. Был татарский театр, постоянные аншлаги, то есть татарский театр развивался. Татарское песенно-исполнительское искусство, оно тоже, конечно, подвергалось идеологизации. Сейчас, наверное, странно слышать, но Альфия Авзалова, наше все, ее очень часто вызывали в обком. Были постановления, которые порицали ее мелодраматизм, бытовизм. Но, тем не менее, они же были, и Альфия Авзалова, и Ильхам Шакиров, и масса других. Спасибо вам большое за это интервью, Ягода Нурна. Напомню, сегодня у нас в гостях была Альфия Ягода Нурна Галямова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана. До новых встреч.